Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Асимгуль Ирсыновна, очень приятно. Здравствуйте, Карахат. Очень приятно. Очень приятно. Добро пожаловать в Намат. Сегодня у нас с вами большая работа предстоит по экспертности детской безопасности и мониторинг нашей работы, внутренней работы. Я очень рада, что сегодня именно вы в качестве координатора образовательных проектов Асимгуль Ирсыновна в наших стенах, в гостях у Намада. Добро пожаловать! Сейчас Айнагуль Эркеновна нам расскажет и покажет самое золотое, что есть в Астане. Это целая академия, которую создала основатель Айнагуль Эркеновна. Спасибо. Добро пожаловать. Сейчас берем разрешение на съемку. Все очень серьезно. Здесь мы работаем 13 лет. За 13 лет мы, конечно, расширились, начинали с аренды почасовой, а сейчас у нас уже 3 хореографических класса и есть у нас помещение для команды. Также у нас есть раздевалка, которую мы специально арендуем для детей, для комфорта, для одевания детей. Добро пожаловать. Давайте посмотрим. Вас. Да, давайте посмотрим всю работу нашу изнутри. Здесь на первом этаже, да, раздевалка? Раздевалка размещена на первом этаже для удобства детей. Также там находятся у нас шкафчики и раздевалка делится на 3 помещения. Для мальчиков отдельно, для старших, которые закрываются на ключ раздевалка, потому что старшие девочки оставляют у нас костюмы. И для малышей. Какой возраст детей? Мы принимаем нашу академию с 3 лет, так как у нас авторская запатентованная методика, которая позволяет работать с детками с 3 лет, которую благодаря вам мы активно и правильно разработали, запатентовали, и на данный момент мы пользуемся нашей авторской методикой, по которой мы уже 13 лет работаем, но запатентована она буквально всего как 2 года, благодаря, опять же, вашей экспертности. Здесь находится наша раздевалка, очень удобный. Это, большой собственно, холл. Раздевалка Академии, да? Да, здесь переодеваются только ученики Академии хореографии Намат. Раздевалка специально арендуется для комфорта детей, чтобы у детей была возможность переодеваться комфортно, хранить свои вещи, костюмы. Раздевалка очень удобно находится на первом этаже, когда у нас гастроли, поездки. У нас очень большие вот такие вот ящики, в которых мы перевозим реквизит, вот такие вот огромные. Ого. А здесь санузел у нас находится, общий санузел, свой санузел, да, для детей. Здесь большая раздевалка для детей. В первую очередь, конечно, мы заботимся о безопасности наших учеников, а также о комфорте наших родителей, которые ожидают. У нас занятие длится 1,5 часа, даже у малышей по нашей авторской методике занятие длится 90 минут. Соответственно, родителю здесь комфортно пребывать, он занимается спортом, ходит в бассейн, обедает или пьет кофе, отдыхает, либо просто прогуливается по набережной, что очень удобно и комфортно для наших родителей. И сейчас посмотрим, где работает наша команда, и потом мы покажем вам наши хореографические классы, к которым мы тоже очень трепетно относимся, учитываем то, что у детей не должно быть моментов, которые их отвлекают во время занятий. Потому что хореография, конечно же, прежде всего работа мозга, концентрация внимания. Я хочу отметить, что у Айнагуль Эркеновны не просто хореография, не просто танцы, специально есть авторская программа, которую мы еще позже раскроете, расскажете. Айнагуль Эркеновна всегда за общее развитие детей, да, не только физическое, но умственное, психологическое, и причем, что есть очень много положительных отзывов, где дети развиваются всесторонне. Вот наша команда, которая работает в нашем светлом прекрасном офисе. У нас в команде работает 25 человек, это несколько отделов. Давайте познакомимся с ребятами, с нашими коллегами. Наши администраторы, Назым, наш офис-менеджер Нургуль Манатовна. Очень приятно. Наш бухгалтер Динара Жуматаевна. Здесь у нас учительская, где отдыхают педагоги между занятиями. У каждого педагога есть свой индивидуальный шкафчик, а также диван для отдыха. Здесь располагается медиа-отдел. Наши ребята, видите? Здравствуйте. Наши ребята, Кайрбек, наш видеоинженер, IT,
менеджер, YouTube-менеджер и Волгалымович. Да, очень большие профессионалы наши ребята. Ну, в Намаде только так. Да. Здесь у нас небольшое помещение, называется кухня. Очень удобно, где мы обедаем. Она небольшая, все быстренько по очереди обедают. И удобно, с собой еду приносим, холодильник размещаем. Потом у нас очень много бывает праздников, дни рождения отмечают сотрудники, родители приходят иногда с угощениями. И у нас поэтому большой холодильник, где мы можем хранить свои тортики, угощения. С посольства очень много угощений передают детям. И мы вот здесь храним все, дети знают. Самое интересное, что дети сюда приходят, и они знают, что у нас здесь стоит итальянский фильтр, набирают свои бутылочки. То есть вот эти бутыли у нас просто для того, чтобы набирать воду с фильтра. Мы не заказываем воду, заказываем только на филиалы, а здесь у нас стоит фильтр. Дети как дома, они могут и в холодильнике взять что-то, они сюда заходят, пьют водичку и что-то кушают. Я говорю, даже там есть еда, покушайте, особенно мальчики, они всегда голодные, поэтому мы всегда их покормим. Вот здесь микроволновка, чайник, все для удобства, для того, чтобы сотрудники, дети были сытые. Сейчас я хочу вас познакомить с нашим организационным отделом, девочками Мадина и Нураем. Очень активные, ответственные девчата. А здесь располагается организационный отдел и СММ отдел, так как у нас работают в этих отделах одни девчата, творческие, красивые. Вот, здравствуйте, девочки! Здравствуйте! Наш СММ отдел, Айнель и Робия, они занимаются продвижением 8 аккаунтов в Инстаграм. Вы видите вот прекрасных наших детей уже в Инстаграм. Это все работа СММ-менеджеров. Айнель начальник отдела СММ, Рубия мобилограф. Талантливый, замечательный, сама мама маленьких малышей, мальчиков, и очень хорошо понимают миссию и ценности Намада, что это очень радует. Наш организационный отдел, так как мы имеем очень много проектов, и как образовательных, так и творческих, Мадина и Нураим, наш новый отдел, который мы развиваем, и девочки занимаются большими проектами, такими как Намад Junior, детский концерт-фестиваль, без стресса, но с наградами, также это Намад Awards, это большой международный конкурс, в котором у нас будут участвовать зарубежные коллективы, коллективы с СНГ и жюри из 5 стран. А также девчата недавно закрыли большую работу по курсам повышения квалификации. Это наша образовательная программа, а также приглашение балетмейстеров, тоже относится к нашим образовательным проектам. И мы приглашаем зарубежных балетмейстеров для работы с танцами народов мира. Айнагуль Эркеновна, вот мы видим, какая большая команда трудится. Есть много отделов, менеджеров, каждый свою функциональную обязанность. Они прекрасно справляются. Все занимаются одной миссией продвижения казахстанского бренда Намад хореографии. И надеемся, что за рубежом везде будут и поддержат государство в первую очередь. Да? Спасибо. Вот, потому что достойные ребята, каждому условия созданы. Вот. И давайте посмотрим, какие же условия созданы для детишек, ваших учеников. Хорошо. Начнем с нашего первого зала, в который мы вложили очень много сил и средств в свое время. А сколько, в общем, залов у вас? У нас 3 хореографических класса, которые позволяют нам правильно распределить учебный процесс. Сейчас расширяетесь, я слышала, да? Да, мы будем расширяться. Команда растет, ученики прибавляются, потому что растет авторитет, растет популярность нашей академии. Здесь очень красиво. Мотивационные такие стенды. Это все наши заработанные, как говорится, седьмым потом медали и дипломы. На данном стенде наша гордость, наши педагоги. Для меня это тройная гордость, потому что большинство из них это уже мои выпускники. Когда-то ко мне они пришли маленькими детками, 4, 5, 6 лет, а сейчас они уже преподают в академии, учатся на бакалавриате, кто-то закончил уже колледж, с отличием закончили Академию хореографии, Намад, и сейчас преподают именно по нашей методике, с теми ценностями, которые в них вложено было еще в их детстве. Они сами прошли обучение как артисты и как педагоги по моей авторской методике. Здесь также находится информация для родителей. Здесь мы вывешиваем оценки после экзаменов, либо какие-то объявления. Вот наш медиа-отдел постарался, что у нас есть даже QR здесь для удобства и
простоты нахождения информации. Также здесь расписаны наша миссия, цели, а также наши сертификаты. Мы являемся амбассадорами проекта «Акселератор» Рухани Жаңғыру, являемся амбассадорами 20 лучших социальных проектов. В 2020 году я защищала проект перед 16 экспертами, 16 областей. Это была очень большая работа, и нас признали одними из лучших из 125 проектов. Это большая тоже работа проделана. Ну и, конечно, наша гордость – это наши дети, фотографии с концертных выступлений, занятий. Это наша легендарная постановка, которую мы 5 раз представили в Европе. А также сейчас делаем тур по Казахстану. Вот. Это легенда казахской степи. Это предание о волчице, которая была послана богом Тенгри на землю. И она вскормила детеныша человеческого. В китайских источниках написано, что они сравнивают нас, тюрков, с волками. И пишется в древних летописях Китая: волки не поддаются дрессировке. В 23 году, вдохновленная этой идеей, я, конечно, написала либретто к легенде казахской степи, и сейчас это воплотилось в такую прекрасную хореографическую постановку, которая будоражит зрителей, доводит до слез, трогает душевные ноты и сердца. И в Европе к нам очень много подходило зрителей, и плакали, они говорили: вы тронули мое сердце, вы тронули мою душу. Вы сценарий сами доставите танцы? Да. Либретто, вот сценарий танца, это и называется либретто, который расписывается по сюжетам. Да, мы будем рады увидеть вас в рядах почетных зрителей на следующем концерте. Обязательно. Очень будем ждать. И вот наши прекрасные дети, солисты. У вас есть еще группа, да? Для мальчиков отдельно, да? Для мальчиков у нас разработана вообще отдельная программа спортивно-трюковая ритмика, которая развивает силу, выносливость, дисциплину. И ребята занимаются силовой тренировкой в основном, потому что мужчина, он создан для физической работы, да, и, конечно, в детстве нужно заложить умение и трудолюбие работы над собой, и сила воли, конечно, потому что это растяжки, это гимнастика, это дисциплина, опять же, потому что нельзя пропускать занятия. И СТР, она вообще уникальна тем, что развивает и мозг, и эстетику, и силу, и здоровье, и осанку, и коммуникативные способности, и еще интересно, когда они занимаются с девочками с противоположным полом, у них развиваются еще коммуникативные способности с противоположным полом правильно. То есть ребята привыкают к красивым девочкам, для них это норма, не боятся подходить к красивым девочкам. Это тоже очень важно для самооценки мужчины. И здесь прям вот, можно сказать, несколько десятков, несколько десятков задач закрывается. Прошу вас. Это наш хореографический класс, где родилось очень много творческих идей, постановок. Как дети говорят, здесь живет дух танца. Когда мы берем новый зал, они говорят: наш дух танца остался в том зале. Я говорю, дети чувствуют эту энергию. Впитался уже энергетикой. Да. Они очень любят этот зал. Здесь где-то 130 квадратов. 130 квадратов удобно тем, что... 137, может быть, вот так вот. Удобно тем, что примерно мини-модель сцены. Если обратите внимание, у нас ничего на стенах нет лишнего. Если вы обратите внимание, у нас в каждом зале есть часы по центру. Это очень важно, потому что дети по часам ориентируют центр. Это не ориентируются, это важно при выступлении на сцене, да и вообще для развития пространственного мышления. У нас малышки очень хорошо обозначают свой круг, 2 круга и центрируются. Это очень важно для координации, для развития координации. А также у нас просто белые стены, ничего не отвлекает ребенка от занятий. Есть своя аппаратура, музыкальный инструмент. Также в классе есть санузел с раковиной. Мы сейчас все посмотрим для удобства. Да. Также мы оборудовали все свои помещения видеонаблюдением. Все видео записывается на жесткие диски, а также транслируется у исполнительного директора. И мы контролируем не только работу педагогов, но и безопасность детей прежде всего, конечно. Поэтому для каждого родителя у нас всегда будет видео какое-то доказательство. И в первую очередь для меня это безопасность и сотрудников, и деток. Поэтому видеонаблюдение у нас, конечно, везде установлено. Здесь вот тут стояла посередине какая-то труба, колонна непонятная. Мы вот эту арматуру все вот тут прошивали в 10
6-сантиметровую такую арматуру, она идет. Здесь высота 6 с лишним метров. Да, мы приваривали к полу и к потолку, чтобы поставить станки. Чтобы это было не просто хлипкое какое-то, а чтобы, представьте, если здесь 15 детей кладут ногу, видите, она устойчиво все стоит, то есть на века, на года сделано, потому что оно, чтобы не шаталось. Здесь, конечно, просто пластиковая перегородка здесь идет, и мы со своей стороны сделали небольшую звукоизоляцию, потому что один потолок, и, конечно, очень некомфортно работать, когда в соседнем зале очень громко музыку ставят. Но, к сожалению, они не понимают, что травмируют уши детей и травмируют свои уши, прежде всего, педагоги и тренера. И мы, если обратите внимание, мы повесили колонки в каждом зале, у нас колонки висят наверху, чтобы звук шел через вверх и возвращался сзади. Тогда это безопасно для детей, безопасно для педагогов, потому что педагог находится по 7-8 часов в зале, и если музыка будет бить постоянно в одну сторону, то это будет травмировать ухо. Соответственно, потом очень сложно будет восстановить, а практически невозможно восстановить слух. Мы такие вот меры безопасности соблюдаем, потому что очень много изучаю по психофизиологии. Это у вас самый большой зал, да? Он не самый большой, но самый удобный. Да, там ну, из зал, 3 ваших. Да, тот зал есть тоже чуть-чуть побольше, но немножко прямоугольный, мы там занимаемся классикой. Здесь у нас стоит стиральная машина, где мы стираем свои костюмы после концертов. И всегда костюмы держим в чистоте, потому что у нас очень дорогие костюмы. Вот, где мы вам покажем сейчас нашу святую святых, нашу костюмерную. Пожалуйста. Здесь у нас реквизиторская, где хранится весь реквизит. Вот здесь у нас находятся тамбляки. Это от таджикского танца. Мальчики вот так вот надевают и танцуют. Или так. Ну, имитация, конечно, это все бутафорное, потому что настоящий тавляк, он очень тяжелый, делается из глины. А нам перевозить, сами понимаете, очень сложно, когда это все тяжелое. А так оно все легенькое, вот потрогайте, все сделано по секретной технике, да. Делали сами, наш замечательный заведующий хозяйством Давлет Эркенович делает, у него золотые руки, он нам любой реквизит может. Еще заведующий хозяйство? Да, у нас есть заведующий хозяйство, у нас есть, как раз мы пришли в их творческую территорию, да, здесь располагается у нас заведующий хозяйством и заведующий костюмами, а также помощник зав костюмами. Вот такая у нас реквизиторская, вот здесь у нас коврики, ну, конечно, кувшины, вот такие корзинки с яблоками, конфеты большие, ну, все для танцев, да, то все вот сундук у нас здесь. Также у нас есть вишала, который мы с собой в аренду возим. Не даете реквизиты? Реквизит нет, не даем. Нет? Нет. Они нам таким трудом достаются, что мы, да, здесь вот они там. Кладес у вас. Для укладки реквизитов в ящики. Вот такие вот ящики. Вот здесь находятся головные уборы от костюмов звезд с легенды казахской степи. Таких у нас 7 ящиков мы перевозим со звездами. Весь реквизит, он изготавливается так, чтобы он был легкий, но эффектный со сцены. Но здесь сверху еще вот делается из дермантина узор, чтобы смягчать удар. Потому что дети, видите, вот уже мечи все, потому что они по-настоящему делают фланкировку на мечах. Вот здесь все мечи у нас. Обязательно каждый гастроль у нас ломается несколько мечей, потому что дети делают настоящую фланкировку, боевую. Вот. Ну, чтобы звуки там были, да? Да, мы добавляем спецэффекты, потому что, ну, все-таки дети с железом работать еще опасно, поэтому мы делаем все спецэффектами. Вот и наша одна из основных костюмерных, где находятся костюмы старшего состава. Здесь костюмы легенды казахской степи. У нас 4 костюмерных. Тоже хочется, конечно, чтобы все было в одном месте, но не получается. Из-за помещения здесь немножко. И мы вот уже сами себе придумываем, оборудуем помещение под костюмы. Это вот последние наши новые костюмы. Легендарного танца Эйсанам. Подарок посольства Республики Таджикистан господина Ибодзода Хайруло. Костюмы были шиты у дизайнера города Ходжент. Егора Наимовой. Он такой на повседневку даже можно. Эстрадный костюм, да, слишком шикарный. На повседневку вот такие вот шикарные костюмы.
Здесь, да, приобщать, это именные, да? Да, костюмы? у каждого ребенка своя вешалка, вот здесь именная, они подписывают. Они уже знают, где их костюм. За всеми костюмами, за порядком следит заведующая костюмами Евгения Игоревна, также наша родительница, которой я очень благодарна, потому что она со всей душой, со всем сердцем относится к костюму, потому что без костюма, конечно, не может состояться концерт. И мы очень бережно относимся к костюмам. Узбекские костюмы, таджикские, несколько Там видов. самый люкс, наверное, тяжелый люкс. Но они все дорогие костюмы. Просто здесь располагается у нас дружба народов, а здесь у нас в основном казахские костюмы. Очень большой расход материала идет. А материал у нас такой хороший, дорогой. Да, хороший. Мы на века шьем вот жилетки, посмотрите, Тоже, все, да? все это вышивка, и здесь камни наклеены, видите, он очень сверкает, красиво со сцены. Да, да. Все аккуратно подписаны на вот таких вот вставочках. Вот. Такие хорошие, добротные, да, костюмы? Да. Не такие, как на сцену бывает, что там сзади Да, привязали, да. там Нет, ушили, там да, что-то. видите, у нас какие костюмы. У нас костюм, вот этот костюм, он почти около 100 тысяч стоит, потому что здесь еще брюки у нас. Ткань мы брали, одну только ткань, вот, посмотрите, какая у нас ткань, 3500 метр стоит. Естественно, если 10 метров только на ткань, сам пошив, плюс украшения все, головной убор, перья. Вот, естественно, костюмы у нас дорогие. Мне кажется, такое качественное и для танцора, да, такое удобно выступать, самое главное. Самое главное – удобство и комфорт в переодевании. И очень важно, чтобы ткани были дышащие, легкие. У нас есть свои лайфхаки в костюмах. Вот, например, у мальчиков у них есть ластовицы вот здесь в подмышках, потому что они, когда поднимают, чтобы не вытягивалась рубашка из штанов там, или из пояса. Поэтому у них есть все трикотажные ластовицы под мышкой, вот, натуральные лисы. Там очень богато смотрится со сцены. Красные глазки у нашей лисы. Вот все узоры, видите, они все прошиты, простроченные. Очень аккуратно. Потому что дети очень интенсивные движения выполняют в танце, прыгают. Вот это та ластовица, о которой мы говорили. Секретная ластовица. Да. Эта ткань атласная, она со сцены красиво смотрится. Да, смотрится красиво, блестит, но она не тянется. Вот все они же трюки делают в этих костюмах. Да, активно движение. И вот узоры мы взяли со специальной книги, которая называется «Казахские орнаменты». Раньше у казахов были специальные узоры, которые носились ниже, да, на штанах, например, ниже пояса были специальные узоры, а выше вот здесь другие были узоры. Вот, поэтому мы это тоже все изучали, смотрели. И, вот такие вот у нас на штанах узоры. Я еще делаю так, я изучаю в музее экспонаты и беру уже по аналогам экспонатов некоторые костюмы, ну, чтобы это было более... А вы делаете обзоры костюмов перед выступлением? У нас есть большой обзор костюмов на YouTube-канале у нас, где мы рассказываем, из чего, как делается костюм, потому что это очень тоже оказалось многим интересно. Вот такие у нас качественные, дорогие. Узор, да? Да, узор, а он, видите, вот, весь прошитый. Вот эти все мелкие детали зигзагом прошиты. Это очень кропотливая работа наших швей, за что я им очень благодарна. Вот. И здесь, да, отшивают? Нет. Они у себя шьют, да. У нас несколько швей, с которыми мы сотрудничаем. Они шьют именно так, как надо нам. Потому что, да, профессионально. Сейчас, вот, например, узор мы наклеили, а он начинает отклеиваться. Вот, видите? Леской невидимой шьется вручную узор, потому что сама ткань такая, которая не берет клей. А вышивка, конечно, это будет очень дорого. Соответственно, такая вот кропотливая работа. Узоры, которые вырезаны на плоттерной леске, они еще потом вручную так пришиваются. Это большая работа. Может, музей можно делать, да? Да, можно. Потом и музей костюмов сделать. Во-первых, это вот русский костюм нашего прекрасного танца «Летние забавы», душевный танец, который мы ставили с Кириллом Петровичем Дроздовым, балетмейстер из России, из Санкт-Петербурга, заведующим кафедрой Ленинградского училища искусств.
Эта стена, это, естественно, наша гордость, это дружба народов. Вы видите, здесь таджикских костюмов несколько вариантов. Да, вот наш Эйсанам, очень популярный танец, был в Советском Союзе. Этот танец на нашем ютубе набрал 2 миллиона 700 тысяч, да, просмотров. Потому что очень любят этот танец еще с советских времен и до сих пор любят и слушают. Очень уникально. И здесь находятся наши костюмы. Это кулябские костюмы. Когда я выбрала эту вышивку, Гульбар Капа, дизайнер и швея костюмов в городе Душанбе, она сказала: Айнагуль, ханум, вы выбрали самую дорогую вышивку. Ну так получается, все, что нравится мне, оно все должно быть на высшем уровне, потому что это намат. Мы выступаем в посольствах, соответственно, мы должны соответствовать уровню выступлений, уровню своих постановок. Такая вышивка, да, огромная, кропотливая работа. И на штанах у нас еще вышивка есть. И таких костюмов у нас 10 белых, 10 желтых, это 20 костюмов. Даже в Таджикистане не у всех такие костюмы есть, да. Поэтому мы гордимся тем, что мы казахи, и у нас в Казахстане есть такие прекрасные костюмы. Благодаря господину послу у нас сейчас пополнился не только наш репертуар на 10 таджикских танцев, но и костюмы. Все танцы костюмированы. Это отдельная история, наша тоже любимая история с посольством Туркменистана. Это костюмы, которые шились в Ашхабаде и были привезены нам в Казахстан для постановки. Да. Танец Кушдепте традиционно исполняется обязательно, если есть кто-то из представителей правительства. Да. Но только у нас такие более современные туркменские костюмы. Когда присутствует кто-то из правительства на концерте, у них обязательно костюмы должны быть красные или зеленые, или красно-зеленые в цвет флага. Такие традиции в Туркменистане. Да. Вот. Чем мы тоже очень гордимся, благодарим господина посла Туркменистана, а в частности, конечно, Алтын ханум, его супругу, за такие прекрасные подарки. Вот. Здесь вот я заметила, вот в этих костюмерных, когда заходишь, такой запах всегда бывает. Бывает же такой затхлый. Здесь какая-то циркуляция идет, да? Конечно, очень высокая дисциплина, очень высокие требования. У нас дети приходят, свои костюмы обязательно стирают после концерта. Но есть костюмы, которые стирать нельзя, которые стирает сама заведующая костюмами. Или химчистка, или стираем здесь. У нас вот вы там обратили внимание, у нас есть машинка, стиральный автомат, и мы там сами прокручиваем свои костюмы, освежаем периодически. Если они зависелись, допустим, какие-то костюмы там не исполняем там месяца 3-4, например, они немножко, ну, как говорят, залежались, а у нас там зависелись, да, вот, то освежаем. Вот, обязательно. Здесь у вас штатная единица, да, за костюмы отвечает? Да, за костюмы отвечает заведующая костюмами. И у нас расписаны четкие должностные инструкции на каждый отдел, на каждого сотрудника. У нас есть такой журнал выдачи и приема костюмов. И каждый ребенок вот так вот приходит, например, получает костюм, потом расписывается. А когда сдает, они отмечаются вот так красной галочкой и потом подписи. Вот эти костюмы еще не собраны. Вот получили дети, а это еще не сдали, например. И они приходят самостоятельно, вот так потом потихонечку сдают. Например, вот здесь уже сданный костюм, ставят подпись. Это вот такой вот журнал выдачи и приема костюмов. Потом у нас есть вот такой каталог, чтобы было удобно. У нас 4 костюмерные. И в каждой костюмерной у нас, на каждую костюмерную есть свой каталог. Вот костюмерная 1, например. Вот те костюмы, которые я вам сейчас показала, вот только в головном уборе. Вот каражура, вот мальчиков костюмы. Видите, у нас еще на рукавнике есть, платок на голове. Вот, у девочек вот такие шапочки с перьями. Это вот костюм от легенды казахской степи. И на каждый костюм есть фотография. И за костюмами уже видит, сколько деталей. Но каждый костюм пронумерован. Если, допустим, платье номер 1, штаны номер 1, шапка номер 1 и жилетка номер 1. Это уже комплект. Пойдемте посмотрим костюмерные среднего состава. Также здесь вы видите прекрасные таджикские костюмы с вышивкой для детей. Смотрите, какие костюмы шикарные. Тоже нам сказали, что в Таджикистане таких нет костюмов, но в Намаде есть. Вот это подарок господина посла Ибадзада Хайрулло. Мы ему так благодарны. Впервые в Казахстане 10 таджикских танцев представлены. Вообще в целом целый концерт уже мы создали. И костюмы такие шикарные. Все благодаря работе господина посла.
Головной убор. Да, вот это узбекские костюмы, это турецкие, белорусские, китайские, да, башкирские костюмы, это Грузия. Костюмы тоже шили по аналогу государственного балета Сухишвили. Да, вот казахские, тарантелла, русские, еще одни таджикские костюмы. Да, красота. И вот хранение, конечно, вот, розочки от китайского, платки от турецкого, шапочки от еврейского. Вот так мы храним перья. Показать? Да. Вот так мы храним перья. Каждое перо имеет свой тубус. Вот так вот перышко. Это, вот это среднего состава костюмерное, а у старших у них побольше тубусы, потому что там 5-рожковые перья. Вот так они у нас транспортируются, перышки. И хранятся все так аккуратно. Вот так мы возим свои костюмы. Это тоже отдельный большой труд перевозки, транспортировки костюмов. Это наш новый зал, который специально оборудован для занятий классической хореографией. Хорошо. Вот. Здесь уже специализированный пол деревянный с профессиональным покрытием, за что большая благодарность прошлому директору Тельману Туребековичу, который нам выделил этот зал, оборудовал, отремонтировал. И сейчас дети занимаются уже безопасно, прыгают. У них уже такой период, когда они делают большие прыжки. Специальное покрытие, да? Такое? Да, специальное деревянное покрытие, которое амортизирует при прыжках. И я уже спокойно за старших детей, которые делают большие прыжки, трюки, уже спокойно. Вот здесь вот такой вот зал. Чуть-чуть он побольше, чем предыдущий зал, но он такой немножко вытянутый. Да, обязательно часы. Да, вот колонка у нас пока такая, вот тоже мы приобрели сейчас музыкальный центр, нужно вешать обязательно сюда. Ну и наш логотип. Кстати, можем там сфотографироваться сейчас. Да, давайте пойдемте сфотографируемся. В этом году мы взяли новую планку элитной академии хореографии, потому что это элитное искусство, хореография, которая... костюмы все-таки добро. Костюмы у нас дорогие тоже, и мы выступаем в таких мероприятиях, дипломатических, международных площадках. Соответственно, конечно, мы должны соответствовать и по названию, и по дисциплине тоже. Здесь прям просторно. Да, и просторно. И для нас самое главное — это вот диагонали, которые... И столько батареи здесь прям зимой тепло, да, наверное? Наверное, будет тепло. Наша будет первая зима, да. Будет наша первая зима, посмотрим. Надеемся, что будет тепло, потому что батареи очень большие. Посмотрим, как мы перезимуем эту зиму. Это наш был второй хореографический класс. Еще у нас есть один класс небольшой, там, где детки занимаются в 2 смены. Когда класс делится на 2 смены, то их меньшее количество уже. И, соответственно, тоже удобно. Ну, хотелось бы, конечно, зал побольше, еще один. Это наш третий хореографический класс. Он небольшой, но очень уютный. Здесь тоже полностью оборудован балетными станками. И здесь удобно, когда дети делятся на 2 смены. Первая смена и вторая смена. Класс делится на 2 группы. Соответственно, им здесь тоже комфортно. Ровный пол тоже мы заливали здесь ровно. Это костюмерная для наших малышей. Да, вот такие эстрадные костюмы. Тоже ткани все дорогие. Это эстрадный костюм от танца «Пиксели». Такие малышки у нас выступают, делают акробатические движения. Это у нас танец футболистов, наших мальчиков. Это вот у нас мексиканский танец наших мексиканцев. Вот мальчишек штаны вот такие. Вот корейские костюмы красивые. Красивые, да, корейские? Они еще такие, да, вот смотрите, здесь у нас такие качественные. Это тафта тоже. Красота. Это вот эти ягоды, костюмы. Это вот их сарафанчики от корейских. Головных уборов очень много, всяких деталей. Вот они все вот так разложены по коробочкам. Пилоточки, пояса, бантики, смайлики. Много-много деталей здесь. Все вот так разложено. Девчата, все вот аккуратно, реквизит там наверху стоит. Барабанчик, сундучок. Все, что нужно для танца. Мы все реализуем для наших педагогов. Главное, чтобы творческий процесс двигался. Асимгуль Асыновна, добро пожаловать в кабинет, где решаются все стратегические задачи. Прошу вас, Каракат. Где проводятся руксоветы, координационные советы, а также наши планерки с каждым отделом.
каждую неделю у нас запланированные планерки, а также встречают здесь почетных гостей, посольства и таких экспертов, как вы. И мы очень рады, что у нас есть такое помещение, кабинет, где мы можем душевно попить чай. Приглашаю вас к столу. Спасибо. Это же карту подарили, да, вам? Да, это вообще был такой сюрприз, подарок на Новый год. Команда подарила мне карту мира, которую, да, с таким посылом, чтобы мы объездили весь мир. И вот тут у нас еще вот так вот подсветка. Да. И теперь они говорят, нужны флажки. Я вот теперь жду, когда они флажки подарят. А где вы побывали, да? Да, где мы побывали уже. А матрешки – это подарок моей коллеги, моя родная душа Эльмира Анасовна, Юру, балетмейстер и педагог-хореограф из России. Она подарила мне эти матрешки. Здесь про каждый сувенир можно отдельно рассказывать целую историю, сделать целый обзор. Кстати, идея, да? Сделать обзор сувениров. Да, вот из Таджикистана подарки. Это вот подарок супруги господина посла Таджикистана Зульфи Ханум. Это вот камни добываются в Таджикистане и делают они такие вот сувениры. Такие вот сувениры, подарки из Узбекистана, из Турции, подарки моих выпускников, подарок из Грузии. Такой вот кинжал. Правда, я его не распаковывала еще. Это подарок моего коллеги, педагога, хореографа, артиста балета Сухишвили Чапанзе Иракли Борисовича. Тут вот стоит закрытый. Да. Это подарок супруги туркменского посла Алтын Ханум. Вот такие вот у них это очень дорогая такая сумочка. У них вот этот сертификат есть свой специальный. Да, вот видите, тут. Это вот такой вымпел за успешное руководство, выбор страны 2022. Наша академия была удостоена такой премии «Выбор страны». Вот у нас там висит. Цвет идет такой. Да. Ну, спасибо большое. Ну, на самом деле, признание нашей академии. Мы единственные обладатели премии «Выбор страны» в сфере хореографии в 2022 году, но и пока еще никого не было с этой премией. Вот этим украшениям 50 лет. Это я привезла из Душанбе, 52 года что уже. Это? Да, пожалуйста. Ручная работа, которая на косы надевается. На косы вплетается. На косы, как наши шелпы. Да. Вот такая ручная работа. Там вообще уникальные костюмы, их я обожаю, вот эту всю историю исторические. Представляете, кто-то 52 года назад плел вручную эти украшения для кос, и кто-то это же носил. Асим Гунерсынна, Каракат, спасибо вам огромное, что вы сегодня пришли, сделали такой профессиональный обзор. Мы будем очень рады, если вы будете приходить к нам почаще и рассказывать о нашей внутренней работе, потому что много труда вкладывается и в вашу работу, и в нашу работу. И я очень вам благодарна за такую поддержку, профессиональный обзор и даже просто за настроение. Спасибо вам большое. Примите от нас этот букет красивый. Спасибо. Пожалуйста. Это букет, да, это вам. Красота. Айнагуль Эркеновна, замечательная команда, замечательный офис. Желаю расширения вам побольше, много-много учеников. Огромное-огромное 2x2, 3 команды. Вот. И самый мой любимый вопрос – это программа. По какой программе вы занимаетесь? Я знаю, у вас есть своя авторская программа. Можете рассказать немного об особенности этой программы? Да, как я уже и говорила, что благодаря вам мы запатентовали эту программу, оформили эту всю методику по стандартам государственным. И сегодня мы работаем по авторской запатентованной программе обучения «Ритмика с 3 лет». Благодаря этой программе наши выпускники сейчас запоминают тысячи комбинаций, сотни терминов и очень быстро учат материал. Даже все приглашенные балетмейстеры удивляются, как за 3 дня дети могут выучить 3 танца, допустим, или там одну большую постановку буквально за 1,5 репетиции. Всему этому основа и база, конечно же, моя авторская методика «Ритмика», по которой дети уже занимаются 13 лет, но уже 2 года, как мы ее запатентовали. Сегодня, конечно, это наша гордость, вот наш патент на программу ритмики, которую мы благополучно, наконец-то, запатентовали. К ней идет учебно-методический комплекс. Учебно-методический комплекс разделен по возрастам и декомпозирован по нагрузке мозговой деятельности детей, а также их психофизиологии. Учитывается все: психофизиология, психосоматика, психология возрастная, нагрузка на тело, анатомия. И благодаря этой программе
группе может заниматься до 25 малышей, трехлеток, делать синхронные движения. И уникальность этой программы в том, что дети занимаются 90 минут. Хотя, допустим, по всем стандартам 10-15 минут ритмики, в зависимости от возраста, иногда 20-25 по программе, да, уже старшего возраста. А у нас трехлетки занимаются 90 минут, и с первой минуты они уже развиваются, потому что с первой минуты уже идет развитие, дисциплина, организационные моменты урока все учтены. И детки не устают. Даже мы вот удивляемся в конце занятия, они говорят, а мы еще это не сделали, а мы еще то не сделали. Все проходит. Они думают, что они поиграли, да? Да, все происходит в игровой форме. И самое уникальное то, что родители, они видят результат, потому что дети занимаются на 3 языках. Ритмика подразумевает пение, и дети поют на 3 языках, выполняя одновременно упражнения на координацию, на пространственное мышление, на социализацию, на работу в команде, в парах, в тройках и так далее. И, конечно, это очень сильно развивает личность ребенка. И на фоне социума, как говорится, да, в социуме мы воспитываемся прежде всего. И лидерские качества они могут проявляться только в социуме. И сразу же в этом социуме маленьких наших граждан, да, наших маленьких артистов и танцоров уже проявляется кто-то лидер. Уже сразу видно, что он выделяется, он быстрее схватывает эту программу. И программа такая беспроигрышная. Каждый ребенок получает развитие. Вот в этом уникальность нашей академии. Прежде всего, дети вовлекаются в такую игровую форму обучения хореографии. И обязательное условие, обязательная такая, наверное, кредо наше – это не навредить ребенку ни физически, ни морально, ни психологически, потому что родители сейчас очень продвинутые, они очень оберегают именно психическое развитие ребенка. Мы, конечно, детей очень сильно любим и растим их в любви. И дети это понимают, родители тоже. Ну и здесь, конечно, высокие требования к родителям. Это дисциплина, это обязательное систематическое посещение занятий, потому что, как и мышцы, мозг требует систематизированной прокачки, систематизированных занятий, которые не пропускаются, да, потому что каждое занятие дети учатся чему-то новому. Вот я помню, когда мы писали, вы хотели в эту программу прям полностью, то есть ваш опыт многолетний туда, это первое, это не просто ритмика обычная, как люди привыкли, это хореографическая ритмика, которая развивает не просто физическую особенность, да, развития детей, но и в целом память, речь, да, вы помните, что говорили отзыв, что дети приходили, например, словарный запас был скудный, в конце там уже они полноценно, у них была связанная речь. Вот. Я прям очень вниклась в этой программой, я думаю, она прям просится расширения прям международного уровня. И еще я говорю, вы генератор идей, и особенно мне тоже нравится ваша вторая программа, это спортивно-трюковая хореография, это тоже необычное, скажем так, необычное направление. Да. Это как раз-таки для мальчиков хореография с другой стороны открывается и развивается со всех сторон, как вы это уже говорили, по гендерному этому, вот, и по физическому развитию. И мальчиков в целом, мальчиков раскрывает по-другому наших, как сказать, казахских джигитов, скажем, растят наших джигитов, да, казахских. Вы верно подметили, Асим Гулерсовна, особенно для нас, для мам сыновей, это важно, чтобы наш сын развивался не только физически, да, но и эстетически, чтобы у него и осанка была, да, и не только он умел за себя постоять, но чтобы и умел красиво относиться к противоположному полу. Да. Сейчас это вообще боль общества, когда между полами вот это вот неравенство и так далее. Да. Сейчас уже молодежь живет под другими ценностями, и это очень важно. Прежде всего, умение выстраивать отношения с противоположным полом. И мальчики, которые занимаются по программе СТР на МАДе, они очень такие джентльмены. Они очень воспитанные джентльмены, при всем при том, что они еще и джигиты. Такие за себя постоять могут, и девочки могут выразить, значит, свое такое вот свое джентльменское отношение. Это важно. Ну, конечно, воспитываем. Очень много зависит и от поддержки родителей, от среды, от социума, где развивается ребенок. И мы стараемся, чтобы ребенок рос в здоровом социуме прежде всего. У нас очень много правил для детей, которые, допустим, они кажутся такие простые в обиходе, да, там, не обзываться, не толкаться.
красиво стоять на поклоне, пальцы в рот не класть, все, что в цветных упаковках не есть, там, да, не пить напитки вот эти все газированные там, и так далее, не хныкать. Мальчики приходят 3-4 года, допустим, не хныкать на растяжке, да, то есть они уже, там, и девочки тоже. То есть надо чуть-чуть перетерпеть, зато потом ты получаешь шикарный результат своего тела, да, когда ты идешь куда-то, что-то надеваешь, и ребенок довольный, и родитель доволен, что любую одежду ему к лицу, как говорится. А сцена, она не терпит неэстетичного, да, поэтому все на сцене должно быть эстетично. Именно поэтому артистов меньше, чем зрителей, если я об этом говорю детям. Поэтому здесь еще и воспитываем культуру питания, воспитываем и культуру общения. Но для мальчиков важна именно силовая нагрузка, которую мы даем на СТР. Ну, какие они трюки шикарные делают, да? Да, чтобы сделать этот трюк, нужно, во-первых, физическую подготовку, обязательно, чтобы была прыгучесть, да, вот, и обязательно, чтобы спина была гибкая. Это все делается таким кропотливым трудом на ежедневной репетиции, где дети занимаются гимнастикой, партерной гимнастикой, силовой гимнастикой, трюковой гимнастикой. Очень много моментов. Ну и еще и фланкировка на мячах. Плюс, да, бонусом, что в крови у каждого мужчины, есть тот дух, да, еще воина от наших предков, наверное. Потому что у детей глаза горят, когда они берут меч, щит в руки. И сейчас все бои перешли, конечно, на сцену, в театр, в кино. И они прям чувствуют себя настоящими героями. Это тоже важно. Вот эта вот поддержка такого надынка уровня, что ли. Вот это вот все, оно так переплетается в программе СТР. Сколько всего учеников в вашей академии? В нашей академии около 500 учеников. У нас 2 филиала на левом берегу и на правом берегу. Правый берег у нас головной офис здесь находится. А на левом берегу филиал работает самостоятельно. Вот тоже одна из, наверное, наших достижений нашей команды и систематизации всей работы творческой, то, что филиал работает автономно. То есть я могу не появляться на филиале, только когда проводим собрания родительские или просто посмотреть, что там и как, потому что все систематизировано, все четко. Установки, да. Да, ну, это было очень сложно, но мы достигли этого. Я тоже учусь как руководитель каждый раз, потому что управлять и руководить 3 людьми – это одно, 5 это другое, с 7 сотрудниками это третье, а когда у тебя 25 сотрудников, это совсем другой уровень. Ну, вот сейчас я обучаюсь тоже на руководителя, чтобы уже уметь управлять и 50, и 200 сотрудников. Для этого очень много надо учиться. Да, кстати, по поводу сотрудников, у вас такая, не специфичная, скажем, такая сфера. Вот, например, директор школы, он управляет, допустим, в штате могут быть 80, но там из них половина 80% штатных единиц выполняет одну и ту же, допустим, скажем, должностную инструкцию, да? В вашей же команде это каждый выполняет отдельную какую-то функцию, что-то вы изменяете, что-то вы, скажем так, расширяете, что-то, да, дополняете, поэтому очень сложно, да, в этом плане. Еще сложно, знаете, в чем? В том, что, например, этого еще никто не делал. Да. И когда приходит новый сотрудник, мы так и говорим, мы еще этого не делали, мы хотим, допустим, отдел развития там, или оргкомитет, да, то есть и для меня это тоже новое. И каждый сотрудник, когда приходит, он, вникая в нашу систему работы, конечно, человек, у которого порядок в голове, ему легко работать у нас. А когда человек привыкает к хаотичной работе, ему здесь некомфортно, потому что у нас здесь четкая система, инструкции, планы, отчеты и так далее. Это все сделано для того, чтобы команде было легко работать друг с другом. Потому что проявляла инициативу. Да, инициатива, потому что у нас вообще, в принципе, инициативных работников нет в команде. Каждый проявляет свою инициативу, и поэтому, вот как вы и заметили, все молодежь интересная, креативная. Здесь нет такого, что это я придумала, я решила. У нас все всегда происходит так, что мы на рухсовете, собираются начальники отделов, мы на рухсовете обсуждаем все стратегические планы, и потом они это уже доносят до своих сотрудников, каждый свой отдел. Вы можете поделиться своими планами на будущее? Чем вы сейчас занимаетесь? Какие планы будут на будущее? Да, у нас параллельно несколько проектов всегда, и иногда вот просто команда, закончив один проект, уже параллельно продолжает другой проект, и третий, и четвертый, и, соответственно, параллельно у нас не только образовательные программы, да, еще и творческие, как мы говорили, проекты, поэтому
Планов много. Расскажу только те, которые можно рассказать. Но в планах у нас, конечно, масштабирование в первую очередь. У нас уже есть несколько запросов на франшизу. Но так как у нас не хватает рук, да, нужно все это упаковывать и, соответственно, еще и средств, потому что упаковка франшизы требует тщательной подготовки, потому что я понимаю, это большая ответственность для тех, кто будет с нами сотрудничать, да, в будущем. Для наших будущих франчайзи, конечно, все должно быть подготовлено четко. Вот. И вот один из моментов, который нам нужно доработать, это франшиза, масштабирование филиалов, также потому что очень много запросов с районов нашего города, от отдаленных районов, пишут нам, что откройте здесь, и мы понимаем, что маленьких детей возить сложно, поэтому будем идти в районы нашей Астаны. Также мы планируем обучение команды, такое прогрессивное, активное обучение команды, потому что команда должна обучаться всегда и мотивироваться, и получать бонусы от роста. Соответственно, это все меняется внутри, и внутрянка именно вот финансового распределения. Также планируются новые постановки, поездки, гастроли, участие в конкурсах и фестивалях, ну, как обычно. Ну, а все остальное пока останется пусть за кадром. Мы это все покажем делом. Да. Думаю, что совместной работой нашей с вами, Асимгуль Рустемовна. Да. Все, спасибо большое, Айнагуль Эркеновна. Спасибо вам большое. Спасибо. Очень ценю. Позволили снять, рассказать, показать. Мне кажется, все должны знать, какая работа проделывается, какая команда трудится. Как, вообще, если честно, вот академия, кажется, да, какую работу там, сколько команд, сколько людей трудится. Вообще огромная, колоссальная работа. И вообще, как социальный предприниматель, вы занимаетесь множеством социальными проектами, да, международные. На международном уровне вы очень известны, да, поэтому, я думаю, все должны об этом знать. Да. И вот я хотела бы этим обзором рассказать, какую колоссальную работу вы проделываете и как вы управляете такой вот классной командой, огромной командой. Да. Спасибо большое, что позволили сделать. Спасибо, мы вам благодарны очень. Спасибо большое. Показательным это было то, что Академия хореографии «Номад», да, находится именно в спорткомплексе, где уже здесь стоят какие-то по стандарту безопасности, по пожарной безопасности, антитеррористическая безопасность. Понравилось, что по возрастным категориям разделены были залы. Залы были оборудованы станками, которые не просто прикреплены, а прям так мощно закреплены для безопасности детей. Вот, во всех помещениях есть окно проветриваемое прямо нараспашку, во всех окошках есть ограничители, везде стоят огнетушители, датчики пожарной сигнализации. Также есть отдельная раздевалка, санузлы для детей. «Номад» – это история, это очень большая история. Здесь огромная команда, то есть соответствует своему названию академии. Здесь разработаны авторские программы есть. Здесь всесторонний подход к каждому ребенку. То есть здесь нет цели научить танцу. Здесь постоянное развитие ребенка, постоянное развитие личности детей. И еще «Номад хореографии» – это отдельный социальный проект. Здесь много очень детей из социально уязвимых слоев населения, которые на бесплатной основе ходят, также из многодетных семей. Также много каких-то делают благотворительные концерты, ставят, международные концерты показывают, да, то есть, скажем так, при сотрудничестве с другими государствами. Поэтому не сомневаюсь, что попав сюда ребенок, однажды он изменится в лучшую сторону, как физически, как психологически, так всесторонне будет развиваться. Вот. И призываю всех прям ходить, брать консультацию, приходить на пробные уроки, посмотреть, ваш ребенок будет развиваться по-другому. Потому что в самой программе авторской, там именно в целях и задачах заложено всестороннее развитие ребенка. То есть не только научить танцам и обучить каким-то элементам танца, именно
воспитывающие мероприятия, то есть уважение друг к другу, уважение к противоположному полу и так далее. Также развивающее развитие памяти, мышления, ловкости. Поэтому приводите своих детей, не пожалеете, увидите результат